Проще говоря, буррит до найотис. А проще говоря, здравствуйте. Меня зовут Виталий Шахов. Так назвали родители. А теперь вот люди позвали разъяснять внутреннюю политику родной республики по телевизору. Желательно простыми словами. Я решил рискнуть. Так что будете видеть меня раз в неделю в это же время. Если, конечно, захотите. Мой первый сюжет о хитрых манипуляциях нашего пока еще нового правительства. Речь пойдет о министерствах. Их у нас много. Или мало. Попробуем разобраться. В октябре прошлого года, после победы, уже избранный глава республики начал подгонку своего аппарата и правительства под себя. До этого он их просто ругал. Шаг первый и закономерный. Бывший руководитель упраздненного Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Коми 19 октября возглавил администрацию главы республики. Администрация достаточно серьезно модифицировалась в этом году. У нас есть определенные планы по ее оптимизации, ликвидации дублирующихся функций, и прежде всего я хотел бы сделать в администрации хорошую команду, чтобы люди шли на работу с удовольствием и работали с полной отдачей, рассказал Михаил Порядин. Ну, тут все понятно. Михаил Порядин, правая рука Сергея Гапликова, еще с Олимпстроя. С администрацией у временно исполняющего главы были большие проблемы. И было совершенно логично перетащить верного соратника вместе со всей его командой поближе. Получилось. Администрация усилилась существенно. И теперь Порядин уже не просто правая рука Юралыся, а скорее шея с опорой на становой бюрократический хребет. А вот второй сюжет получился комом. Заместитель председателя правительства Республики Коми Николай Герасимов прокомментировал решение о слиянии двух региональных министерств – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства промышленности, транспорта и энергетики. Я вижу в объединении структур возможность той синергии, которая позволит более эффективно решать задачи промышленной и инвестиционной политики региона, создавать новые предприятия, создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов на нашу северную территорию. Вы что-нибудь поняли? Был еще комментарий бывшего министра Романа Полшветкина. Ни о чем. Типа все нормально, работаем. А что ему оставалось? Возможность синергии. Проще говоря, это как если скрестить ужа и ежа, а на выходе получить метр колючей проволоки. Решение принималось в установке строжайшей секретности и в самом узком кругу. Так что поутру сотни чиновников неожиданно проснулись в новом качестве в составе гигантского министерства. У Николая Герасимова 3 только первых заместителя. Еще 2 так, на всякий случай. Чиновники народ вообще скромный. А уж после массовых прокурорских зачисток у нас в Коми чиновник вообще существо исключительно бессловесное. Впрочем, как и Госсовет у нас, не место для дискуссий. Зато не стали молчать общественники. Волна началась с одиночного пикета, обросла петициями во все инстанции, вплоть до президента. Вышла на улицу в виде митингов, собраний и протестов экологов самого разного толка. Дело дошло до реальной угрозы референдума. Вопросы совершенствования структуры органов в системе исполнительной власти региона обсуждались в ходе июньского заседания Президиума правительства Республики Коми. Ранее с инициативой воссоздания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми выступили общественники. В ходе личной встречи с лидерами движений Сергей Гапликов детально рассмотрел все доводы, представленные общественными структурами, и вынес его на обсуждение Президиуму правительства региона. Впоследствии было принято официальное решение о разделении министерств. Вот что и требовалось доказать. Но, кроме простого разливания ранее слитого, реформа породила еще 2 новых министерства. Но о проблеме с кадрами мы еще поговорим. Адзисим. Проще говоря, до встречи в эфире.